Сегодня чествую тех, кто посвятил свою жизнь самой гуманной профессии, долг которых ежечасно спасать и быть сострадательными. В основе их деятельности высокое место занимает человеческая и нравственная стойкость. На экране включается видеоряд. Ведущий объявляет имена ингушских врачей, ушедших из жизни, но оставивших после себя добрую память и внесших весомый вклад в развитие медицины в регионе. Мурзабеков Ибрагим Абубакарович, Костоев Ильяс Хусейнович, Ужахов Камбулат Русланович. Развитие медицины Ингушетии началось с 3 центральных районных, 2 номерных районных больниц, сельских амбулаторных учреждений и ФАПов. Сегодня же возведено более 40 объектов системы здравоохранения, в том числе и такие стратегические, как онкологический диспансер, перинатальный центр, детская больница. В текущем году также введены в эксплуатацию Кантышевская участковая больница, врачебная амбулатория в Сурхахи, начато строительство Алиюртовской участковой больницы. Все это благодаря федеральным проектам и, конечно, поддержке главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Руководитель субъекта заверил, что создавать условия для медработников, а главное удобства для пациентов продолжим и дальше. Именно правительство Российской Федерации, президент лично, и вы все помните, 6 бригад нам присылал сюда. А одну бригаду с медоборудованием он прислал на самолете Ил-76. И бригада была, и помощь нам была в части лекарственных и технических, медицинских препаратов. Деньги выделяются, миллиарды, для того, чтобы условия создать для врачей, а врачи, чтобы могли при хороших условиях лечить, помогать больным людям. Это очень важно, потому что многие у нас не могут выехать. Сейчас я знаю, что у нас уже помещение приобретено группой Сафмар, но возрождение фонд есть, и у нас будет диагностический центр мирового класса, ну если так можно назвать. То есть диагностику, потому что выезжают очень многие, у нас нет и такого возможного высокоточного оборудования. Вот. И ФОМС наш, за пределы уходит плата за это. Поэтому, чтобы у нас здесь было. И хорошо было бы, я надеюсь, условия, когда создадим, там у нас предполагается 500 коек и 250 посещений в смену, объединенная больница. Я у президента ставил этот вопрос, и в принципе средства определены. Я вам скажу, что это более 13 миллиардов денег. Да, место определено, где оно будет строиться. Проект есть, экспертизу провели, вот сейчас будем поэтапно его разносят до 26-27 года. Но все равно мы его построим. Да, почему мы должны условия создавать? Не только диагностику, но и надо, чтобы мы лечили так здесь, и пациенты, и те наши жители, чтобы они не хотели и знали, что у нас самые лучшие врачи, самые умные врачи, и опыт у них. И чтобы они знали, что не надо выезжать в другие регионы, чтобы ту или иную болезнь вылечить. Конечно, руководитель субъекта не оставил без внимания и самоотверженность медработников во время пандемии. Яркий пример единения правительства региона, Министерства здравоохранения в борьбе за жизни и здоровье пострадавших от этого недуга. Поздравляя всех с Днем медицинского работника, Махмуд Али Калиматов отметил их сплоченность в самые сложные времена для республики, страны и мира в целом. Их отважность перед лицом эпидемиологической опасности, встав защитным щитом, они стали героями своего времени. Я хочу, чтобы у вас было в семье все хорошо, чтобы у вас родные не болели. Сложно отдавать энергетику свою, хорошую энергетику. Это сложно. Вы даже не замечаете, как вы дарите просто одним отношением больному все, что ему нужно. Лекарство это уже другое. Мяшхалч. Грамоты и благодарности из рук руководителя субъекта сегодня получают около 50 работников здравоохранения, награждают за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и в связи с Днем медицинского работника, который в стране отметили 16 июня.
списке награждаемых и Лидия Точиева, главный врач Сунжинской станции скорой медицинской помощи. Ее трудовая деятельность началась в 2007 году. После ординатуры более 12 лет она проработала заместителем главврача Сунжинской ЦРБ. Лидия вспоминает, как во время распространения ковида весь коллектив сплотился, выстоял и победил. Любая награда, а тем более награда с рук главы республики, это оценка твоего труда. А оценка моего труда в моем лице – это оценка моего коллектива, моих сотрудников. Поэтому большая благодарность и от имени всех моих сотрудников, от имени всех моих врачей и фельдшеров, главе республики, министру здравоохранения за столь высокую оценку. Клятву Гиппократа Элиза Гордолоева давала 10 лет назад. С тех пор, верная своему профессиональному долгу и зову совести, оказывает медицинскую помощь больным, одновременно являясь для них и другом, и психологом. 3 года проработала участковым терапевтом в селении Пседах. Затем продолжила трудиться в Малгобекской центральной районной больнице. То, что нас так высоко оценил сам глава республики, это для меня много значит. В плане того, что наш труд, он ценится на таком высоком уровне. Поэтому хочется сказать огромное спасибо и главе республики за то, что он не забывает нас, видит, насколько мы стараемся, мы работаем в этом направлении. Хочется сказать огромное спасибо министру здравоохранения нашему Анташкиевой Зариме Ахмедовне. Среди награжденных Ислам Муцольгов, врач-нейрохирург Ингушской республиканской клинической больницы. С 2017 года работаю в республиканской больнице имени Ахушкова, врачом-нейрохирургом в нейрохирургическом отделении. Также грамот, слов благодарности и поддержки многие медицинские работники удостоились от правительства, Народного собрания региона и Министерства здравоохранения. Зарима Анташкиева отметила профессионализм врачей, неравнодушие к системе здравоохранения Ингушетии и вклад в дело ее развития и их стремление из года в год становиться лучше. Это профессия, которая требует профессионализма, знаний, но кроме этого, эта профессия требует огромной силы, любви к народу. Многие врачи, они, рискуя своей жизнью, они спасают здоровье наших людей. Что я могу сказать? Наши врачи во время ковида, COVID-19, это был такой невидимый враг, с которым мы столкнулся весь мир. Тем не менее, мы сумели сплотиться, и мы победили эту эпидемию. Высота этой профессии в том и заключается, что они борются за человеческие жизни. Сегодня глава республики посетил наш праздник и оценил наш труд. Также я хочу сказать огромную благодарность всем нашим врачам. Сегодняшний праздник вокальными и танцевальными номерами скрасили солисты Ингушской филармонии. Особые слова благодарности и композиции посвятили медработникам, оказывающим помощь участникам спецоперации. Ингушские врачи непосредственно работают в зоне СВО, а также в Донецкой и Луганской, республиках Херсонской и Запорожской областях. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Магаз 24.